Я продолжаю писать карту дня на 15 июня. Это вторая часть. Здесь я смотрю следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков зодиака, тогда вам нужна первая часть этого видео. Ссылка есть под этим видео в описании. Также первая часть есть на моем канале Таро Дома. Можно найти. Или еще третий вариант. Вы можете оставить запрос в комментарии, да, если вы не хотите искать. А я продолжаю смотреть дальше. Весы. 15 июня. Среда. События дня. Так, весы. Первое, что я у вас увидела, это надежда. Подсвечник. Надежда, вера, успех нельзя. Неприятность может быть в этот день, так что будьте осторожны. Ссора небольшая. Какое-то событие, связанное с детками. Вы можете что-то совместное делать. Свидание. Так, замочек нельзя. Застолье нельзя. Подарок. Так, здесь нет совпадений. Смотрите, значит, у вас получается надежда, оптимизм в этот день. На что-то надеетесь. Может быть, надеетесь на получение подарка. Подарок, неприятность, небольшая ссора, событие, связанное с детьми и свидание в этот день. Вот такие события. Да, то есть у вас тут предостережение, только быть осторожными. Да, как-то вот не навредить себе, потому что иногда неприятность происходит из-за того, что мы сами в ней виноваты. Да, то есть наши какие-то ошибки, невнимательность, неосторожность приводят к неприятностям. Поэтому на всякий случай контролируйте себя. Так, благодарю за внимание. Переходим дальше к скорпионам. Так, скорпионы. 15 июня, среда, события для скорпионов. Смотрим, скорпиончики, что у вас. Сразу первая выпадает деловая встреча. Ножницы нельзя. Дорога может быть в этот день. Кто-то можете пойти поехать. Любовь. Сердце нельзя. Посещение госучреждения. Вместе с поездкой может проигрываться, например, там ЖД вокзал, автостанция, аэропорт может показывать.
Здесь горизонтали нет, вертикали теперь проверяем, смотрим. Нет, нет. Мешок с деньгами нельзя, нет. И нет совпадения. Значит, смотрите, что у вас получается. У вас будет встреча в этот день. У вас будет все хорошо в личной жизни. Может быть поездка и посещение какого-то госучреждения в этот день. Да, то есть это там налоговая, полиция, не знаю, там больница, школа, сад. То есть любое госучреждение. Вот такие события, скорпиончики. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к стрельцам. Стрельцы, 15 июня. Среда, 15 июня. События дня покажите мне для стрельцов. Деловая встреча у вас выпадает первым событием. Ключик выпадает. Все в ваших руках. Неприятность. Будьте осторожны. В этой колоде непонятно, это из-за вас или не из-за вас, но на всякий случай. Общение с представителем закона власти. Смотрите, скорее всего, встреча, да, будет с вот этим каким-то влиятельным человеком очень. Неприятность может, например, показывать, что вы опаздываете на встречу, вы что-то забываете, да, то есть не туда приезжаете, поэтому вот, может быть, как-то это так проиграется. В общем, готовьтесь тщательно. Конфликт нельзя. Разочарование, глубокая печаль показывает всегда, да, когда что-то, какая-то ситуация нас очень глубоко трогает, мы очень сильно расстраиваемся. Может быть, из-за вот этой неприятности расстроитесь. Особенно обидно, когда сам виноват, да, то есть когда по своей ошибке что-то сделал, да, и вот там ничего не получилось, и потом это особенно расстраивает. Ножницы нельзя. Здесь нет и здесь нет совпадений. Значит, у вас получается, первое, точно у вас будет встреча. Встреча будет с каким-то очень важным человеком. Ключ показывает, что, в принципе, перед вами открыты все двери, да, то есть все возможности, все в ваших руках. Поэтому постарайтесь избежать какой-то неприятности. Возможно, вот ключик поможет вам, скажем так, да, этого выкрутиться из этой ситуации. Ну, еще показывает, да, вот выпадает эта глубокая печаль, которая мне говорит, что скорее всего, что большинство стрельцов, наверное, не выкрутится. Либо произойдет еще какая-то ситуация, которая может вас очень сильно расстроить. Очень часто, когда колодец выпадает отдельно, да, вот от основных событий, то есть не рядышком, да, где-нибудь здесь, а отдельно, показывает, что это, допустим, вас лично не касается, да, вот какая-то проблема, да, или переживание. То есть вы можете просто что-то где-то услышать там по новостям, или кто-то что-то расскажет, да, то есть что вас сильно трогает, но это не касается вас лично. Иногда еще вот так проигрывается, когда лежит вдалеке. Поэтому вот будем надеяться, да, что у вас это разочарование, да, будет касаться не вас, не ваших событий. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу дальше к козерожкам. Так, козероги. 15 июня. 15 июня, среда, события дня.
У вас первое, что выпадает, это любовь. Все хорошо будет в личной жизни. Получение новости, скорее всего, придет либо на телефон, да, на смартфон, либо, может быть, на электронную почту еще. То есть это какая-то электронная новость, скажем так. Подарок. Угу. Змея получилась. Змея — это какой-то человек не очень добрый, да, назовем его так. То есть человек, которого вам нужно опасаться. Может вас как-то уколоть, ужалить, да, вот что-то такое язвительное сказать, поэтому будьте осторожны. И еще есть ключик. Ключик показывает, что, да, вот все в ваших руках в этот день, у вас все будет получаться, удаваться. Дорогу нельзя. И победа. Вот эта победа, она достанется благодаря ключику, да, потому что вот ключик, он всегда дает нам разрешение вопросов, дает какие-то победы, достижения. Все легко дается. Так, горизонтали нет, вертикали смотрим, совпадение. Кораблик нельзя. Здесь нет, и здесь нет совпадений. Что значит у вас получается? Смотрите, первое, все хорошо в личной жизни, любовь. Затем приходит какая-то новость. Вы можете получить подарок. Ну, тут можно получить, а можно покупать. То есть, ну, однозначно в руках будете держать подарок. Дальше у вас будет все получаться, удаваться. Будет какая-то победа в этот день. Единственный минус: у вас выпадает змея. Общение с каким-то неприятным человеком, который может вас как-то задевать в этот день. Так что вот будьте готовы к встрече с такой змеей. Благодарю за внимание, козерожки. Перехожу к водолеям. Так, смотрим водолеи. 15 июня. Среда. Покажите мне, пожалуйста, события для водолеев. События для водолеев. Цыпленок, первое, что выпадает вам, это может быть общение с детьми, да, то есть какой-то контакт, какое-то событие совместное. Могут быть, кстати, даже не ваши дети, это могут быть дети друзей, ваши племянники, ученики, да, то есть ключевое значение — это просто дети. Скользкое дело, смотрите, какое-то скользкое дело — это обман. Заманчивое предложение, от которого лучше отказаться, да, чтобы потом проблемы не разгребать. Ключик, все в ваших руках. Ожидание. Событие какое-то может быть еще в этот день. Пустые разговоры.
Смотрим горизонтали. Нет, нет, нет. И нет. И вертикали смотрим. Я не вижу у вас совпадений. Значит, получается, у вас будет какое-то событие, связанное с детьми в этот день. У вас будет ожидание. Все в ваших руках. Да, то есть все возможности сделать все, что вы хотите. Какое-то событие. Ну, это, допустим, там день рождения, да, какое-то мероприятие. Часто показывают, например, у родственников. Скользкое дело. И пустые разговоры. Ну, пустые разговоры, это, скорее всего, вот на вот этом мероприятии, на событии вы соберетесь и будете болтать. То есть у вас единственное предостережение – это скользкое дело, рыба. Это заманчивое предложение, от которого сложно отказаться, но соглашаясь, да, вы потом себе вот как бы, знаете, находите проблем на голову. Еще ложиться рядом с детьми. Понимаете? То есть тут вот особенно нужно быть осторожным. То есть какое-то предложение может быть связано с ребенком даже. Так что будьте осторожны, аккуратны. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к рыбкам. Смотрим дальше. Рыбки. Июня, среда, события дня для рыбок. Покажите мне, пожалуйста. Ножницы у вас выпадают, решится какое-то дело в этот день, какой-то вопрос разрешите. Успех, да? Причем не просто решите, а еще все успешно будет для вас. Иногда еще показывает победу, лавровый венок. Болезнь – это тема здоровья будет актуальна, то есть вы можете заниматься здоровьем, посещать там поликлинику, лабораторию, например, да, ходить анализы сдавать, брать какую-то справку, может быть. Удача, видите, тут еще вам удача улыбается, поэтому у вас тут все решается успешно благодаря удаче. Застолье. Так, и смотрим с вами горизонтали, вертикали. Горизонтали не вижу совпадений, вертикали. Нет. Нет. Сундучок есть, прибыль. Финансовые поступления будут в этот день. И здесь нет совпадений. Смотрите, что у вас получается. Решается какой-то вопрос. Да, у вас прям все события хорошие, кроме вот болезни. Решается какой-то вопрос. Все как-то успешно, удачно для вас складывается. Да, то есть удача, везение на вашей стороне. Какое-то застолье, поступление финансовое. И вот единственный минус – это тема болезни, да, то есть плохое самочувствие, посещение медучреждения. Еще как вариант иногда разговоры о здоровье, вот может быть, да, или иногда еще бывает, мы встречаемся с человеком, который как-то связан с медициной. И вот так еще иногда проигрывается, да, то есть если это будет не болезнь, то, возможно, вот вы кого-то встретите, кто связан, да, работает, допустим, медработник какой-то. Так что, рыбки, вот такая у меня информация для вас. Благодарю за внимание.
И жду вас на своих новых видео.